Казань, 30 марта, 9 дней после референдума о независимости. На референдуме вы голосовали за или против независимости? Да. Почему? Так, лучше будет. Лично я верю в Ельцина. Настало время, я считаю, что Татарстан должна быть суверенным государством. А вы уверены, что будет обязательно лучше? Обязательно лучше будет. Это сомнений нет. Главное — экономическая независимость, а остальное вместе с Россией. Мне кажется, нужно объединяться, а не разъединяться. Говорят, что национальный флаг на здании Верховного Совета Татарстана меняют почти каждый месяц. Часто рвется. Наверное, очень уж сильный ветер. А может быть, такая ткань. Самоопределение, независимость, суверенитет. Эти слова носятся в воздухе, кружат голову, опьяняя своим еще не ставшим привычным звучанием. И мы бросаемся навстречу новому, даже не пытаясь оглянуться на то, что оставляем позади, и порой не умея соразмерить свои силы со своим энтузиазмом. На всенародном референдуме 21 марта население Татарстана высказалось за суверенитет. Несмотря на достаточно туманные формулировки вопросов, вынесенных на референдум, все же был получен желанный результат. Но только сейчас, когда закончился этот образцово-показательный акт волеизъявления народа, стало вдруг понятно, что для многих этот самый суверенитет как счастье, каждый понимает его по-своему. Президент Татарстана Ментимер Шаймиев и его правительство высказались однозначно. Нам нужен суверенитет, но суверенитет в составе России. Однако точка зрения президента, да и сами результаты референдума понимаются всеми по-разному. То, что президент Шаймиев там сказал, что Татарстан, как вы говорите, остается, да? Или как он сказал, вы говорите? Да, не собирается выходить из России. Не собирается выходить из Российской Федерации. Значит, это, видимо, личная только точка зрения уважаемого президента, ибо народ уже сказал, как может быть суверенное государство в составе другого государства. Но вы говорите, что вот юридически Татарстан находится в составе Российской Федерации, это позиция Москвы. А наша позиция такова, что мы никогда не входили официально, и никаких официальных документов о вхождении Татарстана в состав Российской Федерации нет, поэтому и выходить надобности нет. А для члена правления Татарской партии национальной независимости «Итифак» Флюры Зайнуллиной однозначно не только безоговорочное отделение Татарстана от России, но и дальнейшая судьба обоих государств. Я не говорю даже годы, настанут дни, что Россия распадется. И то, что сейчас мы имеем границы Татарстана, это то, что нам наделил Ленин, надел Ленина. А то, что было 4,5 века тому назад, наши земли, они простираются до Сибири, от Астрахани до Сибири. Так что еще настанет такое время, что восстановятся даже прежние наши границы. Границы татарского ханства. Казалось бы, и депутатский корпус в российском парламенте, обновленные уже, новые люди пришли. Как они добивались, значит, демократизации и защиту суверенитета России, когда многое завоевали в части защиты суверенитета Российской Федерации, а сейчас голос бывших автономий не хотят слышать. Сейчас создается не менее жесткий центр, какой был и раньше. Опять, значит, не пущать, не разрешать, все, значит, стараться руководить из центра регионами, кроме как противостояния, она ничего не даст. Сейчас, после объявления Татарстаном своей независимости, многие вспомнили фразу Бориса Ельцина, сказанную когда-то по иронии судьбы именно в Казани. «Берите ровно столько самостоятельности, сколько сможете проглотить». Вы были уверены в результатах референдума, в том, что это будет положительное решение? Да, безусловно. Я, как только объявили референдум, что народ выскажется за, я даже так сказал, нет другой альтернативы, как голосовать только за. Если бы, не грубые подстрекательские вмешательства, в первую очередь средства массовой информации, я бы сказал, предреферендумский период и властных структур, можно было бы даже рассчитывать
чуть ли на такое, значит, единство взглядов. Почему? Потому что вы же вот сейчас чувствуете, насколько у нас все спокойно. Нам не нужно, как говорится, лишнего вмешательства, и надо доверять и больше самостоятельности. Республика может обеспечить неплохую жизнь. Вы же обратили внимание, сегодня жизненный уровень республики, она в лучшую сторону отличается от многих других регионов. В Казани не существует многих привычных для нас проблем. Талонная система распределения товаров оправдывает себя. Достаточно низкие цены и почти забытый в других столицах ассортимент продуктов. Поэтому многие выражают свою обиду, когда сообщения о Казани часто искажают действительное положение вещей. Пока в Казани все спокойно. Сейчас почти с уверенностью можно сказать, федеративный договор на общих условиях Татарстан не подпишет. И найдет ли московский Кремль с казанским общий язык, во многом будет зависеть от российского президента. А дальше истинное искусство политического компромисса должен будет демонстрировать уже сам Шаймиев. И в случае ошибок, от которых, как известно, никто не застрахован, президента не станет защищать даже специально созданный комитет по его защите, который уже сейчас настроен слишком категорично. Если, например, он подпишет федеративный договор, то мы его не защищать будем, а бить будем, в кавычках.